Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Мы продолжаем наш эфир на радио Крым Реалии. Говорим сегодня о следующем. Сегодня в Севастопольском горсуде пройдет очередное заседание по делу украинских диверсантов. А крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову предъявили официальное обвинение в незаконном обороте оружия. Почему в Крыму растет количество задержанных граждан Украины по обвинению в диверсиях, как продвигаются дела обвиненных в этих преступлениях и есть ли у них шанс добиться справедливости. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро. Прямой эфир. Мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц 8:35 и 13:10 по крымскому времени, или же в 7:35 и 12:10 по Киеву, а также на 105,9 FM круглосуточно 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона прямого эфира для крымчан. Телефон для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Фигуранты дела украинских диверсантов Владимир Дудко и Алексей Бессарабов заявили на заседании суда 20 декабря о фальсификации следствия во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Об этом корреспонденту Крым Реалии рассказал адвокат Сергей Легостов. По его словам, очередное заседание по этому делу прошло в четверг в подконтрольном Кремлю Севастопольском городском суде. В ходе заседания обвиняемые зачитывали различные заявления и ходатайства, связанные с нарушением в деле, а именно фальсификациями со стороны следствия материалов о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Мы не успели за одно заседание полностью озвучить нашу позицию по данному поводу, поэтому продолжим на следующей неделе, пояснил Легостов. Адвокат добавил, что на предстоящих судебных заседаниях защита намерена продолжать допрос понятых. Мы также хочу сказать, что следующее заседание по этому делу, собственно, состоится сегодня. Об этом мы и поговорим, но прежде чем перейдем к разговору, хочу напомнить, что радио Крым Реалии работает не только днем, но и вечером, и в вечернем эфире вы, само собой, услышите самые важные новости дня. Скоро продолжим. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Еще одно важное дело, которое мы будем обсуждать сегодня, это дело крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, задержанного российскими пограничниками при въезде в Крым. Накануне ему предъявили официальное обвинение. Напомню, что его обвиняют в незаконном обороте оружия, незаконной передаче, сбытия, хранения, перевозки или ношения взрывчатых веществ. Об этом сообщала российские и крымские СМИ со ссылкой на управление ФСБ России по Крыму и Севастополю. Согласно материалам дела, сообщают СМИ, Бекиров, будучи в Крыму, передал некому водителю такси, который сейчас участвует в деле в качестве засекреченного свидетеля, обвинение под именем Карим Меметов, сумку с почти 12 килограммами тротила и почти 200 патронами калибра 9 мм с просьбой спрятать их. И вот сейчас мы поговорим с адвокатом господина Бекирова, адвокатом международной правозащитной группы «Агора» Алексеем Ладиным. Алексей, здравствуйте. Доброе утро. Вы могли бы как-то прокомментировать обвинения, которые выдвигаются господину Бекирову, поскольку оно звучит достаточно, я бы сказал, масштабно. Вот. Неужели Бекиров мог провозить такое количество тротила так спокойно? Значит, защита Эдема Бекирова абсолютно прозрачна, и я бы с удовольствием прокомментирую позицию защиты. Прежде всего, в связи с состоянием здоровья Эдема Бекирова, он просто физически не может поднять не то что сумку с 14 килограммами, да, он килограмма 2-3 уже не может поднять, так как это противопоказания медиков. А на май 2018 года у него не так давно прошла операция по шунтированию сердечной мышцы, то есть ему в сердце ставили 4 шунта. И там, в принципе, медики запрещали ему даже кашлять, чтобы, не дай бог, не разошлись вот те внутренние швы, вот те шунты. Соответственно, он физически не мог передать сумку с 14 килограммами. Я полагаю, что когда
составлялся опрос этого секретного свидетеля, на самом деле сотрудники ФСБ не очень хорошо себе представляли реальное состояние здоровья Эдема Бекирова. Кроме того, в ходе обвинения Эдем Бекиров подробно и четко пояснил, где именно и с кем он находился в то время, когда в мае он приехал в Крым к своим родственникам. Ну, то есть буквально пошагово по часам. Плюс у него при себе находились 2 сотовых телефона, по которым по биллингу можно установить его местонахождение. То есть по адресу, по которому ФСБ полагает, он передал взрывчатые вещества и патроны, он в принципе не находился. Поэтому мы заявили ряд ходатайств, в том числе о допросе свидетелей, родственников Эдема Бекирова, где и когда он находился в мае этого года в Крыму. Соответственно, вчера мне звонил следователь ФСБ, он удовлетворил, по крайней мере, частично пока ходатайство. И завтра планируется допрос дочери Бекирова. По вот этим обстоятельствам. Алексей, вот, кстати, вы ранее говорили на не радио Крым Реалии, нашим коллегам с нашего сайта о том, что один из аспектов, который может помочь доказать передвижение Бекирова, это его мобильный телефон, данные биллинга о том, что он, где он находился. Скажите, как следователи отреагировали на вашу просьбу использовать эти данные для доказательства невиновности Бекирова? Ну, это была не просьба, это было зарегистрировано в качестве ходатайства. На самом деле нет сейчас еще постановления по результатам рассмотрения ходатайства нет. Завтра я буду присутствовать на допросе Наджии Бекировой и, соответственно, узнаю, удовлетворили мое ходатайство или нет в полном объеме. А скажите, пожалуйста, также вот 18 декабря Элеонора Бекирова, дочь обвиняемого, сообщила о том, что ее отцу до сих пор не передали лекарства. Во ФСИН России не комментировали тогда эту информацию. Вы не знаете, как сейчас обстоит дело с оказанием помощи Бекирову? Ну, знаю, конечно. К счастью, лекарства переданы. То есть, если бы лекарства не передали, то на самом деле Эдем Бекиров мог просто-напросто умереть, потому что, если я не ошибаюсь, он в день ему необходимо 16 различных таблеток, да, которые просто необходимы для поддержания его жизни. В настоящий момент лекарства переданы перевязочные материалы. Ему необходимо делать перевязки ежедневные с применением мазей. То есть в этом плане он, так скажем, сам себе оказывает медицинскую помощь. Однако этого, конечно, недостаточно. В настоящий момент защита использует практически все доступные институты, то есть ОМК, уполномоченный по правам человека, прокуратуру по надзору за законностью в СИЗО, для того, чтобы пригласить специалистов и провести медицинское обследование Эдема Бекирова для решения вопроса о невозможности его содержания в следственном изоляторе. Потому что, насколько я увидел и понимаю, его болезни входят в тот перечень, который препятствует содержанию в следственном изоляторе. Ну вот, кстати, я хотел вас как раз спросить, насколько велики шансы того, что все же мера пресечения будет изменена, потому что в его состоянии это действительно достаточно жестокое решение, мне кажется. Ну да, решение, не будем говорить о справедливости, но на самом деле оно жестокое. В настоящий момент все усилия защиты направлены на проведение медицинского освидетельствования. Если усилия в рамках внутригосударственных российских институтов будут безрезультатны, то есть на самом деле я же не прошу в настоящий момент изменить меру пресечения у медиков, да, я прошу его обследовать. Если не будет никаких результатов, то мы в ближайшее время обратимся с заявлением о срочных мерах в Европейский суд по правам человека. Алексей, к сожалению, Да, и напоследок я просто хочу спросить вас, а в чем, по вашему мнению, причина вот такого задержания жестокого, такой жесткой меры пресечения, и, в принципе, учитывая то, что господин Бекиров, маловероятно, что он делал то, что ему предъявляют следователи, почему выбрали его в качестве цели? Ну, на уровне предположений могу сказать, что, насколько мне известно, Эдем Бекиров никогда не скрывал своей позиции относительно Крыма
что Крым является территорией Украины, да, является украинским активистом, и, возможно, вот эта его деятельность и послужила причиной рождения уголовного дела. Алексей, что ж, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с адвокатом международной правозащитной группы «Агора» и господина Бекирова Алексеем Ладиным. Сейчас к нашему разговору присоединится жена Эдема Бекирова, Гульнара Бекирова. Гульнара, здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. Ну вот смотрите, в Крыму уже не первое далеко дело, я бы сказал, с таким попыткой привязать украинцев и крымских татар к некой террористической деятельности, экстремистской деятельности. Вот господину Бекирову обвиняют в хранении и передаче огромного количества взрывчатки, то есть более 10 килограммов тротила. Вот по вашему мнению, с чем связаны такие обвинения? Что могло привести к тому, что его решили обвинить именно в этом, а не в каких-то других правонарушениях, которые тоже можно было спокойно выдумать? Ну, я не знаю, не мне, наверное, судить по этому. Я просто только могу сказать, что это полнейший абсурд. Никогда ничем мы не были связаны, никогда. Никогда работали при Советском Союзе, никогда уже мы 37 лет вместе живем. От державы, от государства у нас к нам не было никаких вопросов. Он честный, трудолюбивый человек, агроном. И будучи уже сегодня больным, может быть, его активная деятельность заключалась только в том, как и вся борьба крымско-татарского народа, ненасильственная. В чем он был активист? Он был членом Совета старейшин. Он присоединялся к переписи крымско-татарского народа, которые проходили, у нас в поселке. Допустим, присоединялся к тем праздникам, к тем митингам, которые проводились. Вот это его активная позиция. А все, что сегодня... Я не могу находить ответ. Вы знаете, я сегодня уже 13-й день, и я все уже передумала, даже не за что зацепиться. Единственное, что, это его и наша гражданская позиция по отношению к государству, в котором мы живем, к народу, к крымско-татарскому и в целом украинскому народу. Вот я только это вижу. Гульнара, и важный вопрос, само собой, это физическое состояние Бекирова. Что сейчас происходит с ним? Вот адвокат сказал, что лекарства ему передали, дали перевязочные материалы. Однако известно, в каком состоянии он сейчас находится, насколько лекарства эти помогают ему и как долго он сможет продержаться еще в условиях заключения. Так, спасибо большое. Это самый главный сегодня вопрос, потому что с 13 числа он находится в СИЗО, где единственный раз зашел, врач и только переговорил с ним и сказал, пишите, какой там перечень лекарств. Все, этот перечень лекарств, который и я, и мой муж, мы знаем наизусть, потому что он болеет 18 лет. Все, что касается сегодня перевязок, мы приобрели, соответственно, как они хотели, куплены в Крыму, со сертифицированием, все. Но чтобы вы понимали, когда был допрос, не подпустили ни дочь, ни санитарка, ни врача, ни медсестру, которая бы могла перевязать. То есть он перевязался сам, потому что он знает, что сегодня... И я просто поражаюсь, если бы они хотя бы прочли из этих 87 листов, которые мы дали, хотя бы прочли последние 5, то бы они понимали, что у него сейчас пойдет сепсис, понимаете, и это заражение. И будут ампутировать ногу выше. Если она проампутирована до колена, то ее поднимут выше. Мы уже делали 12 реампутаций ему. Понимаете, у него нарушение спинального кровообращения, у него выраженный вялый нижний парапарез ног. У него сахарный диабет. Эти перевязки, которые мы делали дома ежедневно 2 раза, а летом 3, это сейчас грозит развитию вот этого септического. Я, конечно, не медик, но просто с ним уже за 18 лет стала медиком. И вот это септическое состояние, которое сейчас будет прогрессировать, оно все связано с неврохирургическим нарушением. То есть это не та рана, которую можно завязать, перебинтовать, а оно все взаимосвязано, понимаете?
У меня нету слов, я не нахожу оправданий тем даже медработникам, которые находятся в СИЗО. Единственное наше сегодня требование — перевести его в медблок. Понимаете, адвокаты, конечно, сделали все. И сегодня на расширенном заседании должны рассмотреть, и все-таки доступ врача должен быть. Мы сегодня ждем, якобы общественно независимая комиссия должна сегодня его осмотреть и перевести в медблок. Ну вот будем ждать. Что ж, Гульнара, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с женой Эдема Бекирова, Гульнарой Бекировой. Вот это достаточно важное дело, за которым мы сейчас продолжаем следить. Напомню, что Эдема Бекирова 13 декабря перевели в СИЗО. Следствие утверждает, что Бекиров, будучи в Крыму, передал некоему водителю такси, который сейчас участвует в деле в качестве засекреченного свидетеля, сумку с почти 12 килограммами тротила и 200 патрона калибра 9 мм с просьбой их спрятать. То есть его обвиняют в незаконном обороте оружия. Однако это уже очередное, я бы сказал, обвинение в такой околотеррористической деятельности, связанной с оружием. Пожалуй, не менее важное дело, которое сегодня будет рассматриваться в городском Севастопольском суде, это дело так называемых украинских диверсантов Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Они, напомню, что недавно заявили о фальсификациях следствия во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мы попытаемся связаться с адвокатом Дудки и Бессарабова Сергеем Легостовым, а также чуть позже к нашему разговору присоединится Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. С ним мы будем беседовать о том, почему украинцев, крымских татар, вот на таком, я бы сказал, фактически конвейерным способом обвиняют в делах, которые так или иначе могут рассматриваться как дела, связанные с терроризмом, подрывной деятельностью, даже в те моменты, когда эти обвинения звучат абсолютно абсурдно, как в случае с Эдемом Бекировым. А вам же напомню, что это радио Крым Реалии. Нам можно звонить по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Итак, мы продолжаем говорить о массовых обвинениях украинцев и крымских татар в аннексированном Крыму в диверсиях, хранении оружия и других подобных статьях. С нами на связи исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко. Александр, здравствуйте. Александр, здравствуйте, вы на связи? К сожалению, мы не слышим Александра. Я попрошу сейчас моих коллег вновь связаться с ним. Как только связь возобновится, мы, само собой, продолжим наш разговор. Я же напомню, что сегодня состоится очередное заседание в деле украинских диверсантов, так называемых украинских диверсантов Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Напомню, что одним из важных аспектов является то, что адвокаты Бессарабова и Дудки, как, собственно, и в деле Эдема Бекирова, будут доказывать абсурдность обвинений и фальсификацию следствия во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. По крайней мере, об этом утверждает адвокат обвиняемых Сергей Легостов. Вот по его словам, и в очередное заседание, которое прошло в прошлый четверг в Севастопольском городском суде, там, собственно, адвокат предоставил материалы, которые доказывали невиновность его подзащитных. Сегодня будет очередное заседание, и вот о том, в чем, собственно, за что обвиняют так называемых крымских диверсантов, мы сейчас поговорим с Александром Павличенко, исполнительным директором
Украинского Хельсинского союза по правам человека. Александр, вновь здравствуйте. Доброе утро всем. Благодарю, что присоединились к нашему эфиру. Смотрите, вот так совпало, что в несколько дней буквально будут проходить заседания по делам и Эдема Бекирова, и по делу Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Дело Дудки и Бессарабова уже, в принципе, стало нарицательным, его называют делом украинских диверсантов, само собой употребляя украинские диверсанты в кавычках. Эдема Бекирова со всеми его проблемами со здоровьем, который не может, в принципе, поднимать вещи там тяжелее 1-2 килограммов, обвиняет в том, что он вот в промышленных масштабах носил фактически взрывчатку и патроны. По вашему мнению, что является причиной того, что вот такие абсурдные, с одной стороны, обвинения, а с другой стороны, все эти обвинения, они так или иначе выглядят так, что и украинцы, и крымские татары в аннексированном Крыму только тем и занимаются, что пытаются что-то взрывать, уничтожать и бороться с бедными крымчанами? Ну, я думаю, что здесь просто повторяется технология, которая работала еще в расцвет Советского Союза, когда создается образ врага, и он должен постоянно подпитываться и поддерживаться. Если нет реальных фактов, а на самом деле этих фактов нет, то тогда эти факты симулируются. Ну и, соответственно, под это подводятся определенные фигуранты, скажем так. И здесь просто оказывается не в том месте и человек не в то время. И он просто попадает под определенные характеристики и, соответственно, становится как бы мишенью для того, чтобы быть фигурантом дела заказного, который будет подтверждать, что вот представитель крымско-татарского народа, он является потенциальным преступником, и он как бы должен быть дополнительно под контролем, и, соответственно, вот эти вот дела, они имеют, я бы сказал так, даже политический подтекст своеобразный, и они формируют политику российского государства на Крымском полуострове. И в этом есть проблема. Алло. Да, Александр, вот возникает такой вопрос. А Эдем Бекиров, вот как он может попасть под некие целевые показатели, там, не знаю, российских спецслужб? И это человек с ампутированной ногой, с диабетом, с проблемами с сердцем. Просто идеальный образ террориста, я бы сказал. Ну, тут сложно сказать, какой логикой руководствуются российские спецслужбы и вот те, кто реализует эту политику Кремля на Крымском полуострове. Мы как бы не стоим в этих сценариях и не можем видеть все развитие. Здесь, видимо, есть элемент запугивания, есть элемент шантажа. Возможно, Эдем Бекиров имеет определенную какую-то знаковость на Крымском полуострове. Я не знаю, вот есть момент шантажа всего народа, вот я бы сказал так. Почему это происходит? Ну, потому что фактически нет нормального расследования, невозможно доказать с юридической точки зрения невиновность этих людей, потому что, скажем, если на черное говорится белое, то как ни доказывай, сторона обвинения будет все равно стоять на своем и фальсифицировать и все факты, и обстоятельства, и улики приводить, и все остальное. Поэтому как бы мы знаем, что из всех практически уголовных заказных дел, по которым у нас есть более 70 политических заключенных, которые уже имеют приговоры или там сейчас еще в основном дела идут по Крыму частично. Все эти уголовные дела, они практически не имеют под собой никакой основы юридической. То же самое и в этой ситуации. Понимаете, это как бы свидетельство никчемности процессуальной стороны российского уголовного производства. И в этом проблема. Это то же самое, что, скажем, пытаться использовать юридические инструменты в Северной Корее. Россия превращается в Северную Корею, и все, точка. Александр, то есть получается, что фактически ни один крымчанин, ни один житель там материковой Украины, который въезжает в Крым, не застрахован от того, что он не станет завтра
диверсантом, условным в кавычках, и что если он таковым станет, то, в принципе, никаких шансов на то, чтобы оправдаться, доказать свою невиновность перед российской судебной системой, у него просто не будет. Потенциально да, потому что если вы, скажем, попали под определенные категории: возраст, национальность, там какие-то другие характеристики, часто въезжаете, выезжаете в Крым, вы попадаете в зону риска и можете стать потенциальной мишенью. И вот я бы здесь, наверное, слово определил именно как мишень. Это реализация мишени, которая была выбрана россиянами. И в данной ситуации мы сейчас должны как бы приложить усилия для того, чтобы защитить максимально вот этого попавшего под обстрел юридической машины, если можно так назвать, хотя она не совсем юридическая, квазиюридическая Российской Федерации. Ну и, Александр, я правильно понимаю, что, тем не менее, вот как бы это жестоко не звучало, но шансов на справедливость и минимальное там сочувствие ни у Бекирова, ни у Дудки, ни у Бессарабова, ну, на самом деле нет. На самом деле, да. И я здесь могу согласиться, потому что вот это вот обвинение мы, когда работаем по делам, когда человека меру пресечения избирают содержание под стражей, фактически всегда это более 90% уже обвинительного приговора, который может быть реализован. И вот даже на этапе, когда удается смягчить меру пресечения, это уже как бы показатель того, что можно бороться. Александр, я просто вынужден вас прервать. К сожалению, время эфира нашего подошло к концу. Мы беседовали с исполнительным директором Украинского Хельсинского союза по правам человека. В студии с вами был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Услышимся. Новости в эфире радио Крым Реалии.